Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. От каких событий у вас перехватит дыхание, перехватит ваш дух? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свои временные рамки и давайте посмотрим, что такое шокирующее и удивительное идет в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Прям на гребне волны. Вот это да. Вот это вы попадете, конечно, сами того не ожидая. Здесь какое-то стечение обстоятельств, которое вот как волна набирает силу и поднимает вас вверх. Вот не ждете вы ничего, не ждете, ни на что не надеетесь. Либо в момент, когда ждать ничего не будете, вообще ни на что надеяться не будете, почувствуйте, что вы на гребне волны. Причем я вижу, что вы не одна, не один, с вами еще кто-то будет, как может быть 1-2 человека рядом. Тут либо вам повезет, потому что они рядом, либо им повезет, потому что вы рядом. Быть на гребне волны — это очень хороший знак. Знак удачи, знак везения, такого идеального соотношения, совпадения, стечения обстоятельств. И я вам скажу, это дорогого стоит. У вас действительно перехватит дыхание, будет ощущение нереальности происходящего, будет казаться, что это какой-то сон, мираж. Сейчас мы все проснемся, и тыква, да, перед глазами. Сказка превратится в тыкву. Но нет. Это везение, как я уже сказала, да, либо благодаря вам, либо благодаря тому, что вы с нужными людьми будете. Вот, повезет так повезет. Быть выше, чем другие, либо воспользоваться ситуацией, свою какую-то пользу, да, выгоду получить. Хотя вы этого не ищете, вы на это не надеетесь. Возможно, даже день какой-то будет очень неудачный, либо у вас будет такое настроение на нуле. И тут такое произойдет. Я вам скажу, это просто невероятный адреналин. Это такие эмоции, да вы несколько дней, может и несколько недель будете ходить с вот этим послевкусием, да, быть на гребне волны. У кого-то это по работе, у кого-то в каких-то других делах, но это будет. Кто зашел на эту отсыпку, случайности не случайны. Если вы здесь, вы будете на гребне волны. И я вам скажу, вам точно понравится. Да тут не просто понравится, вы влюбитесь в эти ощущения. Возможно, вам долго не везло, либо долго ничего радостного не происходило в вашей жизни. А тут прям с лихвой, да, все скомпенсировано. Дальше. У вас перехватит дыхание от поведения какого-то человека. Здесь вот человек буквально вас на руки подхватывает и несет. Но чего-чего, такого исхода точно не ждали. Возможно, человек даже не совсем вам знаком, либо очень так поверхностно знаком. Может, вы только познакомитесь. И, конечно же, вы не рассчитываете на то, что кто-то будет помогать, либо человек прям все на себя взвалит, и вас в том числе. Но именно так и произойдет. И, кстати, это может быть не только там мужчина для женщины, либо женщина для мужчины. Это может быть сочетание и женщина с женщиной, либо мужчина с мужчиной. То есть, возможно, вы кому-то подойдете, чем-то там поинтересуетесь, а человек скажет: окей, типа я знаю, я умею, сейчас делаю, да. Вы не успеете опомниться, а человек уже вас подхватил и несет, да. Сам все делает, там, не знаю, добивается, с кем-то говорит, а получает результат и, грубо говоря, вам передает. Ну, прям удивительный человек, очень открытый, ответственный. И прекрасный в своих проявлениях. Ведь это такая большая редкость, чтобы люди друг другу помогали. Обычно люди как? Друг на друга смотрят, как эти волки-одиночки.
А тут такое, да, долго вы не забудете этого человека. Здесь бы по-хорошему познакомиться покрепче, да, подружиться. Ну, точно такой друг не помешает, либо такая подруга. Но, с другой стороны, видно, вы поздно об этом подумаете. Ну, либо уже подумайте, когда все. Назад не откатишь, вы там толком имени не спросили, уж какие там контакты, да, вот как-то все оно само собой на нет сойдет. Но в памяти вашей прям надолго останется, тоже врежется. И вы будете об этом рассказывать, люди будут пожимать плечами и говорить: да ну, такое не бывает, да. Либо ты какой-то сериал нам пересказываешь. Но это не сериал, это настоящая жизнь. И именно вы это испытаете на себе. Возможно, да, вам до этого попадались люди, которые только лишь думают о себе, о своей шкурке. И уж в последнюю очередь думают о ком-то другом. Даже, знаете, родственники иногда шкурничеством занимаются. А тут совершенно посторонний человек. И вот такой героизм, да, вот такое проявление. Это хороший знак, очень хороший. Дальше. А вот с левой стороны у вас перехватит дыхание от возмущения. Здесь вот прям показывают сломанные весы людей с закрытыми глазами, с какими-то повязками на глазах. И ну, абсолютно какую-то несправедливую ситуацию. Допустим, ситуация, когда абсолютно неталантливого, неспособного человека назначают там на должность, да, должность, которую он явно не потянет. Либо когда у человека есть все права, ну, типа там все документы, и человеку отказывают, а кто-то вот с бухты-барахты пришел, и человеку там все дают, человеку верят. Вот какая-то такая ситуация паршивая на самом деле. И, конечно, вы будете возмущены, очень сильно будете возмущены, но, к сожалению, никому ничего не сможете доказать. Либо там уже все схвачено, проплачено, либо люди настолько бестолковые, настолько бесталанные, что не видят дальше, чем свой собственный нос. Да? Вот не зря показали, что повязки. Слепые, да, это слепые люди, они ничего не видят, просто не видят. Но я вам так скажу. Доказать-то ничего не докажете, но только лишь время все поставит на свои места. Ну, если человека назначают на должность, а человек вот прям деревяшка, то через время все выяснится. Да? Человек там дела запорит, человек кучу ошибок наделает, сорвет какие-то контракты, еще там что-то натворит. И, конечно же, все выяснится. Но время уже прошло, время упущено. То есть... Да, возможно, там через месяц либо два вам так и скажут, что ты была права, вот мы глупые, тебя не послушали. Но, опять же, ситуация уже произошла, и теперь нужно ее исправлять. Да? Но возмущения, конечно, будет очень много. И у кого-то прям даже мигрень может разыграться от возмущения. Но, с другой стороны, если люди слепые, ну что ж, им глаза свои, что ли, отдавать. Ну, так это не работает. А просто примите как есть. Поймите, что в жизни, да, бывают всякие нелепые ситуации. И, к сожалению, даже если ты знаешь, понимаешь, ты не в силах на это повлиять. Возможно, это какой-то большой тотальный урок. И, возможно, чтобы ситуация в целом в корне исправилась, да, нужно пережить эту неприятность. Ну, допустим, да, вот кто там на работу принимает, либо принимает решение о назначении, либо своих людей просовывает. Ну, просто, да, пример с работой рассматриваем. Может, им нужно все это испытать на своей шкуре, чтобы потом в следующий раз уже не принимать таких тупых решений. А если это как-то задевало ваши интересы, либо было вразрез с вашим желанием, то, скорее всего, просто это была не ваша ситуация. И, ну, в принципе, да, вот вам так высшие силы показали, что вот не лезь, да, не лезь, не твое. Либо вы могли бы, вот если опять же возвращаемся к примеру работы, вы могли получить эту должность, но, например, вас могли бы там подставить, да, и вы бы нажили себе большие неприятности. А так вы повозмущались и успокоились. Потом все раскрылось, да, и вы как бы не пострадали на самом деле. Ну, кроме вот этого эмоционального, да, потрясения, ничего такого не произошло. А может, уже к этому времени вы и лучшую работу найдете, либо должность повыше, да. Но, опять же, это просто был пример с работой связанный. Возможно, такая ситуация и в каких-то других вопросах, либо в других моментах. Просто не привязывайтесь. Я привела такой пример.
Дальше. Вот что-то некачественное показано. Некачественное, там, не знаю, ломается, рвется, истончается, хрупкое. Что-то, что стоит дорого, либо что-то, что имеет какие-то супер, там, какие-то навороченные характеристики и подается как идеал творения, окажется очень и очень хлипким, странным, неаккуратным, наляпистым, либо очень-очень некачественно сделанным. Допустим, вы хотите купить себе там что-то новенькое, там, пусть это будет какой-то гаджет, да, там, не знаю, телефон. И вот в рекламе выглядит просто супер. Приходите в магазин, смотрите и думаете, что это, кусок пластика, и так ужасно сделанный, да, и стоит таких огромных денег. Либо, может быть, это какая-то там одежда, да, дорогого сегмента, там, люксового сегмента. И вы думаете, ну вот куплю себе качественную вещь. Приходите там в бутик, в магазин, смотрите и просто понимаете, что это какой-то ширпотреб, причем самого низкого качества. И вы думаете, как за такие деньги вы продаете такую дрянь? Да, такое вот легкое возмущение, ну, либо сильное возмущение, и тоже такое разочарование прям. Но не спешите разочаровываться. Я вас просто вот заверяю, да, на все 100% заверяю, что по прошествии нескольких дней либо недель вы найдете очень классный товар самого лучшего качества, с прекрасными характеристиками, и который вам действительно прослужит. Может, это не будет какое-то громкое там имя, бренд-нейм, но тем не менее, вот прям сразу поймете, что вещь хорошая, надо брать. Через несколько дней после вашего этого разочарования, либо через несколько недель. Но вот найдется какой-то хороший, потрясающий вариант. Дальше. Вот здесь показывают про возможность отдохнуть. То ли от того, что у вас эта возможность появится, у вас перехватит дыхание, то ли от того, что все очень быстро случится, и вы окажетесь в каком-то сказочном, прекрасном месте. Допустим, вот я знаю, горячие путевки иногда, да, люди там продают, либо какие-то горячие предложения бывают. Может, на работе там вам вне очереди отпуск дадут. Ну, либо какие-то другие обстоятельства позволят вам действительно отдохнуть. Тут либо от красоты перехватывает дыхание, либо от того, что вы можете действительно расслабиться и отдохнуть. То есть не нужно вот эту тяжелую лямку на себе тащить, и можно действительно отдохнуть. Кстати, отдых пойдет вам на благо. Прям преобразитесь, как новый человек. Все ненужное из головы уйдет. И еще как-то очень хорошо для вашего тела, да, благотворно для вашего тела проиграется. Ну, может быть, если вы тяжело физически работаете, а там вы просто сможете, там, не напрягаясь, спокойно жить, да, либо размеренно вести свой досуг. Ну, а может быть, у кого-то еще отыграется, что голова пухла от проблемы, когда вы поехали на отдых, вы просто отключили телефон, мозг отключили, и просто наслаждаетесь природой, красотой природы, отдыхом, там, солнышком. Кто-то горы, лес любит, кто-то море любит, кто-то просто на даче любит, да, посидеть, там, не знаю, почитать, посмотреть любимые сериалы. Ну, такой прям хороший знак. От восторга, от красоты окружающей среды, либо от внезапности вот этого события, что я могу отдохнуть. Может, вы будете готовиться к какому-то тяжелому труду, а потом ситуация вывернется так, что вам скажут, нет, пока не надо, да, либо отдыхай. Как-то так вам могут сказать. Дальше. Здесь показывают, что вы кого-то прям, не вас, но вы кого-то прям очень сильно шокируете. Человек, прям голос будет трястись, и руки будут трястись, и вообще потом покроется. Может быть, вы внезапно где-то появитесь, человек такую реакцию покажет. Может быть, человек, допустим, вас долго искал, и тут внезапно вы встретитесь. То есть у человека лицо прям белое мне идет. Белое, шокированное. Может, вы какие-то результаты уже себе получили, а когда человек об этом узнает, то прям будет в шоке находиться. Вы шокируете. Это от вас перехватит дыхание. Ну, допустим, девушка
скромно ходит на работу, мужчина приглашает ее на свидание, и женщина делает красивый макияж, да, одевает какое-то элегантное платье, там, костюм элегантный, там, туфельки красивые, изящные на каблучке. И у мужчины перехватит дыхание, да, от красоты женщины. Либо, может, достанете кого-то на горячем, да, человек какими-то гадостями занимается, а вы внезапно зайдете, да, и человек прям там в осадок выпадет. То есть по-всякому можно прочитать, да, и главный вот именно посыл идет, что именно от вас, да, человек шокирован, вами шокирован, либо от вас перехватывает дыхание. Ну, там на лице все будет написано, там и без слов все будет понятно. Дальше. Какое-то заброшенное дело либо может дать хороший результат, принести хороший доход, либо за это прошлое готовы щедро платить в настоящем. Ну, допустим, вы, возможно, в прошлом что-то делали, чем-то занимались, у вас опыт какой-то есть, какая-то работа, вид деятельности, но при этом вы уже долго это не делали, либо потеряли к этому интерес, либо там ресурс был исчерпан, а тут, допустим, столкнетесь с каким-то объявлением, либо с человеком, который разыскивает именно такого специалиста, как вы, и человек готов очень много платить за это, да, больше, чем, там, не знаю, было тогда в прошлом. А может быть еще ситуация, что вы во что-то когда-то вложились, но результат так и не получили. А этот результат вот по прошествии там нескольких лет только сейчас созрел. Там, не знаю, подали какие-то документы на что-то, а сейчас только результат будете получать. То есть, в принципе, это хорошее событие, да, хорошее. Оно вам в плюс идет с правой стороны, то есть на благо, на пользу идет. Дальше. У вас перехватит дыхание, когда слетят маски животных на самом деле с некоторых людей. Вот мужчину показывают в маске какого-то козла. Может быть, у мужчины очень плохая репутация, и мужчину все там прям козлом считают. Не в обиду вам, мужчины, сказано, но такое иногда бывает. А возможно, допустим, какое-то неправильное, превратное суждение о человеке идет. Может, человек сам распространил о себе такие слухи. Может быть, не только вот мужчина, да, тут еще пару человек, и вот они какими-то животными показаны. Ну, то есть не люди, но животные. То есть это уже говорит о том, что люди в ваших глазах какие-то не такие, да, ну, не люди, да. То есть никого вы не обижаете, вы просто, возможно, кому-то имеете какое-то предвзятое отношение. Отношение, которое сформировалось на том, что вы знаете, либо на том, что вам сказали. А возможно, вас вообще обманули, сказали, что вот не связывайся с этими животными, они все ужасные, они отвратительные, они опасные. И вы вот прям поверили, да, вы не проверяли, но вы в это поверили. Смотрите, маски падают, и у вас прям даже не то, чтобы дух перехватит, у вас такое изумление, и вы думаете, а как такое могло произойти? А как я позволила себе, либо позволил себе поверить, ну, в чьи-то там наветы, да? Либо почему я не докопался до истины? Потому что люди эти, они не звери, они настоящие люди с большими сердцами. Когда эти маски животных спадут, вам даже вот как-то не по себе будет, да, некомфортно. Ну, не буду говорить про чувство вины, но чувство дискомфорта я вижу, потому что вы действительно к людям относились, либо видели этих людей как животных. То есть не буду с ними общаться, не буду с ними дело иметь, потому что они какие-то животные. Ну, а как человек с животным может иметь дело? Это не очень, да, хорошо. Вас либо обманули, либо вы стали жертвой чьих-то инсинуаций, либо провокаций, либо чего-то влияния, да, вас запутали. Вот. А тут все выяснится. И да, вам будет немножко неудобненько. Но что случилось, то случилось. Главное, что глаза по-настоящему открылись. И главное, что вы поймете, что никакие это не животные, а замечательные люди, приятные, обходительные, люди с большими сердцами, с прекрасными улыбками и с добрыми глазами. Тут как несколько человек. Вот мужчину прям четко козлом показали. А кажется, что он не козел, а герой, да? Либо добряк, либо
очень порядочный человек. Может, и то, и другое, и третье, да, все вместе окажется. Вот. Ну и с другими то же самое произойдет. Дальше. Здесь какая-то моментальная обратка, от которой даже вы испугаетесь. Какой-то человек вам буквально, вот мне идет в спину, что-то желает, кидает камень. Да, это пожелание, это какое-то ужасное негативное пожелание. Ну вот, чтоб ты там упала, да, чтоб тебе там пусто было, чтоб ты то, чтоб ты сё, да, вот, ну, буквально как проклен какой-то вам кидают в спину. И этот камень, отлетая, как-то быстро разворачивается и попадает в того, кто этот камень кинул, послал. То есть вы сами испугаетесь, да, потому что такой обратки резкой, дерзкой и моментальной вы тоже не ждали. Вы, возможно, поспешили уйти с места конфликта, да, чтобы не связываться с каким-то достаточно неадекватным человеком. Не стали ничего отвечать, да, не стали опускаться до этой низости, чтобы выяснять отношения, там, с кем-то ссориться, ругаться, там, конфликтовать. И тут прям показано, вот не успеет человек пожелать, как именно с ним, либо с ней это случится. Допустим, человек говорит, чтоб там ты упал, да, и тут же этот человек берет и падает на ровном месте. Либо там, чтобы у тебя там деньги закончились, да, у человека звонок, ему говорят, что вот мошенники сняли все деньги там с карты, с счета. Вот как-то так мне идет. Вот резкое возмездие, резкая обратка, и все это так быстро происходит, что даже вы испугаетесь. Да? Тут и дыхание перехватит, и испуг, и оскомина пойдет. Но вот как-то очень-очень все резко. Вы ничего не делаете, но делают ваши хранители. Вы не тот человек, которого можно так обижать. Либо тот, кто обижает, сам весь во грехах, да? Чья бы корова мычала, но этого человека бы точно молчала. И человек просто уже нарывается сам, и вот такой моментальный удар получает, да, моментальное возмездие получает. Ой, тут прям мистика какая-то, и вы тоже будете думать, что здесь что-то явно нечисто, что так быстро все развернулось, и к этому человеку вот камень вернулся и ударил не просто там, по голове, но меж глаз, да, такой прям конкретный удар, меткий, четкий удар идет. Дальше, мои хорошие, вас кто-то будет на машине катать. Либо это машина, либо, может, это что-то как мотоцикл. Может быть, даже электросамокат. Вот честно, если вы не уверены в человеке, лучше не садиться. Потому что дыхание может перехватить именно от адреналина, от страха. И от того, что непонятно, чем это все закончится. Человек может сказать, что я там опытный водитель, да, либо я буду ехать медленно. А потом педаль газа в пол, и все. И поехали кататься, да. Страшненько будет. И то же самое там на мотоцикле, да, человек там захочет немножко выпендриться, какие-то трюки показать, там, поставить на одно колесо свой мотоцикл. Но это будет страшно, это реально будет страшно. Может, ничего плохого, надеемся, да, плохого не случится. Но это страшно, да, страшно, чем это все закончится. И также вот эти все электросамокаты. Вот как начнет гнать там со скоростью, у них же и скорость большая у этих самокатов. Вот, так что не уверены, не садитесь. И если вам обещают, что я буду ехать тихо, медленно, это прям первое ступень для того, чтобы вы насторожились. С чего человек вам это обещает? Нормальному, адекватному водителю не нужно такие вещи обещать. Да? Явно какая-то замануха, явно что-то не в порядке. Береженого Бог бережет, я вас предупредила. Вот, теперь вы будете знать. Не все люди, которые давно водят, хорошие водители. Есть люди вообще отчаянные. Есть такие, что там, не знаю, одной рукой машину ведет, другой по телефону с кем-то говорит, там что-то еще там тянется достать. Всякое бывает. А бывают люди действительно, там, особенно мужчины, когда хотят произвести впечатление на женщину, могут показать, смотри, какой я дерзкий, резкий, уверенный в себе, да. Так что лучше не надо. Либо это может быть какая-то подружка, которая недавно права получила и считает, что она там автоледи, а ей еще прям учиться и опыта набираться. Да? Может, она и не быстро будет ехать, но как-то, знаете, рывками, там, например, да? Как-то не по себе вам может быть. Поэтому с кем попало, лучше не кататься.
Не катайтесь, и лучше пешочком пройтись, и неважно, там дождик, солнце, но так будет безопасней. Так, еще показывают какие-то стены трещины пойдут. И у вас от этого события перехватит дыхание. Потому что эти стены казались монолитными, да, что вот ничего не произойдет. Эти стены как стояли, так и будут там 1000 лет стоять. Но пойдут трещины. А трещины это что? Это предтеча того, что стены будут разрушены. Что пойдут сколы, что будет лаз в этой стене, да, можно будет пройти и выйти. Что, возможно, там обрушение произойдет, да, стена отпадет, выпадет, не знаю, разрушится, рассыпется в крошку. Вот вы видите эти трещины, и у вас прям мурашки по телу бегут, и дыхание, да, действительно прерывистым становится. Вам даже, знаете, сложно что-то произнести, потому что, ну, это как сродни чуду, наверное, да, что трещина пошла. Стенами обычно показывают какие-то события, которые прям заблокированы. Вот нет и все, хоть ты плачь, ты не можешь пройти, потому что там монолитная стена. Никак ты не пройдешь, да, нет вариантов. Все, не подходи. А вот эта трещина, она как раз-таки дает надежду, да, зажигает надежду в сердце, что все может измениться, что этот проход может открыться, либо там обрушение, как я уже говорила, произойдет. И я вам скажу, вы спать очень хорошо будете в этот день, а может и после этого дня тоже будете хорошо спать. Вот эта надежда, она не только улучшит ваш сон и снизит уровень тревожности, либо вот эту безнадегу уберет, она же еще вам и сил придаст. Надежда придаст вам силы. Силы ждать, да, либо силы начинать действовать, да, долбить в эту трещину, чтобы эта стена скорее рассыпалась. Но это хороший знак, очень хороший. А стена точно рухнет. Вот помяните мое слово. Стена рухнет, и даже ничего от нее не останется. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.